Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LifeKZ. Меня зовут Ринат Кибраев. И сегодня меня господин аким Алмалинского района Тургаев Бекали Нургалиевич пригласил к себе в акимат, в кабинет, как вы сами видите, чтобы ответить на несколько вопросов. Вчера я выпустил видео с улицы Аносова-Бугенбай-Батыра, где есть общежитие, и я снял именно про проблемы жителей этого общежития. Вы сами, наверное, тоже видели этот сюжет, видели, что люди на улице вынуждены ходить в какие-то непонятные туалеты, черпают воду с непонятного источника водоснабжения. И вы меня пригласили, чтобы пояснить. Да, спасибо, да, по этому что наше время. Почему, когда вот этот сюжет вышел, Ренат, я подумал, почему именно только была услышана вторая сторона, и не от того, что там где-то вот хотел именно сказать, что до этого, как она высылала, какие работы были проделаны, или, по крайней мере, какая там обстановка была. Да, действительно, во время обхода, не буду скрывать, когда уже проходили, увидел этот общежитие, зашли во двор, посмотрели, прошли. После этого, значит, когда уже я законодательно сперва поднял базу, посмотрел, насколько она юридически действительно, потому что действительно он находился в удачающем состоянии. Посмотрел по базе, да, действительно, собственность, земля оформлена, собственность есть, она законна, все нормально, она существует. И после этого специалист своему заместителю дал поручение по коммунальным хозяйствам пригласить людей, собрать, выяснить, понять, что, как они думают. Да, действительно, там есть, по-моему, 27 комнат, которые там проживают, они, в принципе, там, по-моему, даже пустых нет, они все заполнены. И как мы могли бы им помочь, как им вопрос этот порешать. Да, там 2 раза мой заместитель, 2 раза или 4 раза, я сейчас не помню, я не могу сказать, но 2 раза провели организационный момент сперва. Да, что им нужно, что необходимо. Когда собрание проводили, сразу же туда пригласили всех коммунальных служб. Что это означает? Которые обслуживают воду, канализация, плюс также электричество, чтобы это все вопрос им посмотреть, порешать, облегчить их, не участь, а вот именно создать условия. Да, тогда мы, значит, взяли, будем говорить на себя, что мы подыщем туда спонсоров и попросим, чтобы им помогли с наружной части, чтобы это привести в нормальное состояние, коридоры. Это чтобы побелить и снизу, который у них есть, нижняя часть, его покрасить. Также, значит, помочь туалеты, да, у них на улице, и чтобы с улицы помочь тогда вместо тех, которые стояли, уже более не металлические, не что-нибудь, а сразу же мы тогда уже обговорили, что поможем поставить 4 туалета. А по двору мы им сказали, что по программе дворы, алматинские дворы, в этом году, который не заканчивается, мы сказали, что на следующий год будем включать эти дворы, чтобы там нормально, как во всех многоэтажных жилых домах сейчас, которая программа идет, там сделать дворовую территорию, детскую игровую площадку, рядом спортивно поставить. Но это во время проекта уже с жителями она бы обсудилась. То есть вы признаете то, что такое есть, и что она столько простояла, и что она немного осталась вне поля зрения, и это есть. Поэтому туда мы подключились и по дворам, и эти моменты, чтобы с одной стороны помочь, чтобы их самих также подтянуть. Допустим, Ренат, давайте так, это частная собственность, тем более, по-моему, там от 14 и выше там квадратов, который у них идет. Естественно, вопрос туалета, который есть. Мы сказали также насчет канализации. Внутри они должны, в любом случае, я на незаконные действия пойти не могу. Сказать, получайте тех условия. Туда пригласили Алматсу и водоканал, все, чтобы сказали, что надо, мы поможем ускорить. Тех условий они сами должны брать, потому что это их все-таки собственность, они несут ответственность за свою собственность тоже. По подсоединению к канализации. Они сами берут внутри, значит, канализацию, все тех условий, и из-под фундамента выводят. Дальше я сказал, что мы возьмем на себя подключить к уличной сети. То есть на данный момент вы обещаете, во-первых, это косметический ремонт самого их здания, во-вторых, туалеты. Да. Нормальные туалеты. Конечно. Не металлические туалеты. Именно, металлический там так и так стоит. Мы сказали 4, не буду я 10-12 ставить. А мы 4 из кирпича нормально, чтобы хороший... Но вы же знаете, да, что металлические туалеты сейчас летом, они невыносимы. Естественно. Да, и там очень сильно воняет. Да, поэтому мы сказали, мы туда 4 поставим также. Из кирпича будет это сделано, чтобы это нормально, по крайней мере, чтобы это не металлические. А с водой проблемы с колонкой? Эта колонка, она, насколько знаю, это как технически ими используется.
которые внутри вода, у них в коридоре, у них в комнатах, у них своя вода. То есть вы хотите сказать, что люди не пьют с этой колонки? Они могут и пить, но зачем им пить улице? Тогда, сейчас вопрос станет, тогда надо будет его закрыть, потому что она как таковая, она незаконно существует. Она рядом с 4 туалетами, вы сами видели. Правильно. На видео расположено. Значит, поэтому вы правы о том, что действительно, что есть, если внутри, который есть, мы сейчас еще раз, сегодня, завтра собрание еще раз проведем, чтобы не было кривотолков. Мы опять говорим, да, вот мы приступаем, ремонт делаем. Двору территорию, как я сказал, я в этом году не обещал, сказал, что на следующий год будет это включим. А то, что есть воду, еще раз убедимся, что внутри у них вода есть, эту уличную мы закроем. Да, было бы хорошо, если вы действительно бы облагородили площадку рядом с этим общежитием, так как там, я видел, есть дети, да? Конечно. Да, конечно. Условия для детей – это приоритетная задача, наверное, для нашего государства, да, для и государства, и для нас, и то, что есть, она общая политика в этом отношении идет, тем более в районе здесь, который есть, мне конкретно не говорит, там сделать, значит, это уже моя ответственность в данном случае, именно такие участки выявлять, включать в программы и благоустраивать. Аналогичных, как это общежитие, люди в таких условиях, сколько еще есть домов в вашем районе, в Алмалинском? Именно вот в таком состоянии, я думаю, наверное, нету. А есть ветхие дома, которые, двухэтажные, это 60-х годов постройки, это ветхие дома называется, это уже совсем другая, там у них канализация, коммуникации, свет, все это есть. А вот такое вот состояние общежития, например, я не хочу уже кривить душой, потому что его мы сами выявили, посмотрели, увидели. Также, если я скажу, я полностью 100% сейчас знаю, что у меня вообще нету, может быть, какое-то незаконное такое строение есть, оно и такое может быть все-таки. Поэтому, если я скажу 100% знаю, я скрываю душой. Но я знаю, что вот такие именно в таком состоянии у нас в общежитии такого не должно быть. Хорошо, и тогда заключительный вопрос я хочу вам задать. Вы являетесь акимом одного из крупнейших районов города Алматы, Алмалинский. Он находится почти в самом центре города. Да. Это и есть центр города, в принципе. И вы открытый человек? Конечно. То есть все люди, у которых есть проблемы, которые действительно должен решать акимат, они могут прийти в акимат и обратиться, в том числе к вам или к вашему заместителю, и вы ответите им. Давайте так, вопрос может быть чуть-чуть не... Я понял, я отвечу так, как я считаю, то есть как я делаю, по крайней мере. У нас есть утвержденный график приема граждан. Это самый строй. Каждую неделю у меня в 2:30, это каждую неделю. У моих заместителей также вторник, среда, четверг, также у них идет. У нас практически с понедельника по пятницу обязательно прием есть. Но прием это не догма. Но у меня все-таки есть график, есть работа, есть планы, есть то, которое мы должны плановую работу делать. Кроме этого, значит, уже завтра мы проводим уже выездные отчетные встречи, не отчетная, а встреча с населением, это по поручению акима города мы проводим дни открытых дверей. Там это уже не будет как, чтобы там, я сделал отчет, это потом сидели, там полчаса доклад читал. Нет, мы туда идем, садимся, объявление у нас есть, везде по дворам повесили, на сайте, на Инстаграм районном у меня есть уже. Люди приходят, и мы там начинаем просто их принимать, пока у них эти вопросы будут. В 11 начинаем, и уже как оно уже получится. То есть вы покончили с бюрократией? Собираетесь покончить с этими бюрократическими процессами, когда люди записываются в очередь к вам на прием, и они не могут годами попасть? Очередь, извини, не годами, давай не будем так сильно утрировать. Приемный день, он остается. Потому что это какой? Это у меня понедельник. Каждый понедельник 2:30. Он остается. Почему? Потому что не каждый может, допустим, под тот график, который мы выездное совещание, открытые двери, он туда не может попасть. Но также у меня день приема, он остается. Это само собой. Это люди должны знать, они уже привыкшие, они должны приходить. Но то, что мы проводим сейчас, кроме того, что мы сейчас будем 4 встречи проводим вместе с управлениями, 4 встречи. Почему такой формат открытых? Там в нашем который на объявлении есть. Допустим, это уже образование, культура, допустим, именно по сфере, там на 4 блока разделен. Земельных отношений, архитектуры, которые есть, также дорожники, которые, это по управлению на 4 блока разделен. Чтобы человек, он знал, если придет, то он знал, да, у него какой вопрос, он уже снивелирует, на какую встречу он должен прийти, чтобы свой вопрос задать. Это вместе с управлением будет. После этого, значит, также мы уже каждую неделю после этого, каждую неделю у меня будет по району везде целый месяц идти эти встречи.
Каждую неделю обязательно где-нибудь из, большинство буду в школах проводить. До начала вот от нашего учебного процесса, когда есть сейчас вопросы по подготовке к школе, по подготовке к отопительному сезону, именно в этот момент мы хотим использовать, пройти, посмотреть, выслушать, где какие вопросы есть. Почему? Потому что все-таки мы на те программы, которые прорабатываем по подготовке жилья к зиме, подготовка многодетных малоимущих детей, которые у нас есть по подготовке школы, это вопрос, мы хотим сейчас это все понять, чтобы у нас время было, также отреагировать. Школа, дети, это отдельный вопрос, мы сейчас это можем далеко зайти. Ну да, наша задача, как моя задача, в том числе как одного из представителей гражданского общества, как блогера, как независимого журналиста, это показывать проблемы. Нормально, ваша задача, как исполнительной власти, их решать. Вам большое спасибо, что вы сегодня откликнулись. И я надеюсь, все остальные акимы других районов города Алматы поступят по вашему примеру и будут обращать внимание на проблемы их жителей. Рахмет. Не вопрос. Спасибо.